ламру. Адуг мадаха и хахарджахка хамекка. Кошты мокалин, бизамок. Известные лермонтовские строки на ингушский лад. Все верно. На мемориале развернулась выставка, посвященная Михаилу Лермонтову. Узнать о его жизни, взглянуть на личные вещи и предметы. Словом, побывать в Тарханах, не покидая Ингушетии. Это возможно, когда приезжает передвижная выставка музея-заповедника. Уважаемая Тамара Михайловна, уважаемые сотрудники Государственного Лермонтовского музея-заповедника Тарханы, выражаю искреннюю признательность вам и вашему коллективу за организацию выставки «Лермонтов. Художник» и предоставленную возможность познакомиться с уникальными произведениями искусства, творческим наследием великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Герой нашего времени – Мцири, смерть поэта, Кавказ. Его произведения затрагивали самые разные и острые темы общества, философские мотивы и личные переживания. Это все о нем. Стихи не теряют своей актуальности и популярности и по сегодняшний день. Зачитывается ими и наша молодежь. Конечно, ты хотел, старик, чтобы я в обители отвык от этих сладостных имен. Напрасно. Звук их был рожден со мной. Я видел у других отчизну, дом, друзей, родных, а себя не находил. И только милых душ моих. Амина Албакова выбрала этот отрывок поэмы неспроста. По мнению девушки, в своей исповеди Мцири отражает внутренние переживания и самого поэта. Студентка Ингушского государственного университета творчеством Лермонтова интересуется еще со школьной скамьи. И сегодня ей все понравилось. Особенно его картина, эпизод сражения при Валерике. Насколько точно описан весь сюжет именно этого сражения. Точно переданы детали, все очень прекрасно изображено. В принципе, он был мастером не только в слове и картинах, в живописи. Это большая возможность для всех наших студентов, да не только для студентов, а для жителей нашей республики, прийти, посетить эту выставку, посмотреть, кем был Лермонтов помимо мастера слова и так далее. Родился Михаил Юрьевич Лермонтов 15 октября 1814 года. Мать умерла рано, и трехлетний мальчик воспитывался у бабушки по материнской линии. Она и поспособствовала тому, чтобы он получил великолепное домашнее образование. Играл на пианино, флейте, скрипке, владел 3 языками и не только. Любовь к рисованию у него возникла еще в детстве. Есть воспоминания, что бабушка в его комнате приказывала застилать пол зеленым армейским сукном. И мальчику мелом разрешали чертить на полу. Это было одно из его самых любимых занятий, и многие, кто видели рисунки Лермонтова, уже тогда прочили ему карьеру художника. И я хочу сказать, что до нас зашло богатое наследие. 13 лермонтовских картин маслом известно, 51 акварельный рисунок и около 450 рисунков карандашом и пером. И вот часть этих работ представлена здесь сегодня на выставке. Он был не только гениальным поэтом, но и хорошим музыкантом, математиком, шахматистом, художником. Именно о последнем и рассказывает, и показывает выставка. В экспозицию вошли рисунки поэта, а также предметы дворянского и военного быта XIX века. Посетителям представлены подлинные литографии, гравюры, портреты родных гения. Все это экспонаты из музея-заповедника Тарханы. На выставке представлено очень много книг лермонтовских. Он свои произведения сам никогда не иллюстрировал, но тем не менее на страницах книг встречаются описания тех мест, которые Лермонтов до этого рисовал. Причем сначала рождался рисунок, и только после появлялось произведение. И здесь одна из интересных книг, о которой хотелось бы немножко рассказать, это книга «Герой нашего времени» 1840 года. Это первое полное издание. До этого выходили отдельные главы «Тамань», «Фаталист», «Белла». Они были напечатаны в различных журналах. А вот здесь вот раритетное такое первое полное издание. Кавказ в жизни Лермонтова стал основополагающей темой, проходящей через всю судьбу поэта. Здесь он провел свое детство, тут же трагически закончил свою короткую жизнь. Поэтому в Ингушетии Михаил Юрьевич, как и на всем Кавказе, один из самых популярных писателей Золотого века. Эта выставка – отличная возможность лучше понять мастера пера. Особое внимание привлекает его анимационные работы, похожие на анимационные. То есть скачущие лошади, всадники, поза. О пейзаже вообще говорить и не стоит. А в его творчестве живописца особое место занимает тема Кавказа, так же, как и в его лирике.
И Кавказ, как он живописует в стихах, также он и красками. То есть он владел, скажем, почти всеми видами искусства. Вот такой талантливый был человек. Это уже вторая передвижная выставка в музее-мемориале жертвам репрессий, посвященная Михаилу Юрьевичу. Первая была в прошлом году и рассказывала о судьбе Лермонтова воина, с честью носившего мундир русского офицера. Посмотреть творение русского классика в музее можно будет до конца этого года. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.